بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Раббус самавати валь арди ва ма байнахума фа'будху вастабир ли ибадатихи». Господь небес и земли и того, что между ними, поклоняйся же Ему и будь стойким в поклонении Ему. Этот аят указывает на то, что верующие люди должны быть стойкими, когда они поклоняются Аллаху Азза ва Джаль. Они должны быть стойкими в том, что Аллах приказал им выполнение этого, а также должны быть стойкими в том, что Аллах Азза ва Джаль не дозволил им. То есть, оставляя то, что Аллах Азза ва Джаль не дозволил верующим людям. Имам Са'ди, рахимахуллах, говорил: «Будь стойким, сделай свою душу стойкой при поклонении Аллаху Азза ва Джаль и сделай так, чтобы твоя душа усердствовала в поклонении Ему». И если человек заботится о поклонении Аллаху Азза ва Джаль, то это помогает ему отвлечься от всего постороннего, что может занимать его мысли и привлекать его внимание. И также передается от некоторых наших салафов, наших ученых, то, что лучшее поклонение – это когда сердце верующего человека, сердце раба наполняется любовью, подчинением Аллаху Азза ва Джаль. И когда твои органы или же когда твои части тела находят поклонение или же находят любовь в подчинении Аллаху Азза ва Джаль в твоем сердце, также твои части тела поклоняются, смотря на то, что они находят в сердце. И также передается от некоторых наших салафов, когда они говорили об лучших поклонениях, передается от Аиша, радийаллаху анха, то, что она сказала: «Иннакум тагафалуна ан афдалил ибада». Поистине вы беспечны от лучшего поклонения. «Аля ва хуа таваду». Поистине это скромность человека. Скромность верующего человека, если это будет ради довольства Аллаха Азза ва Джаль, является поклонением. Также передается от Хасана аль-Басри то, что лучшим поклонением является намаз, который совершается в глубине ночи. И также он сказал, что именно такой намаз, который совершается в глубине ночи, приближает раба к Аллаху лучшим образом. То есть это самое лучшее поклонение, которое приближает раба к Аллаху Азза ва Джаль. И также передается от Умар ибн Абдуль-Азиза то, что он сказал, то, что лучшее поклонение – это выполнение того, что обязал Аллах Азза ва Джаль, и также, когда верующий сторонится того, что не дозволил Всевышний Аллах. И также передается от Ибн Саммака то, что он писал своему брату: лучшее поклонение – это когда ты удерживаешь себя от недозволенного Аллахом Азза ва Джаль, а также удерживаешь себя от того, что является прихотью твоей души. А самое плохое, что может желать человек, это когда он ищет мирского посредством поклонений или же посредством действий вечной жизни. То есть, когда человек делает рия, показуху в поклонениях ради того, чтобы достичь мирского. И также передается от некоторых ученых, от наших салафов, то, что основой поклонения является то, чтобы ты не просил свою нужду ни у кого, кроме как у Аллаха Азза ва Джаль. Если же задаться вопросом, как мы можем идти к Аллаху Азза ва Джаль, имам Ибн аль-Кайим говорил: раб идет к Аллаху Азза ва Джаль, познавая милость, которой его он наделил, и напротив, видя свое упущение в поклонении Ему. Поэтому верующий человек должен понимать, что он должен поклоняться Аллаху Азза ва Джаль должным образом. И также мы должны всегда проявлять стеснительность перед Аллахом Азза ва Джаль в поклонении. Это то, когда ты стесняешься в поклонении Аллаху Азза ва Джаль, особенно когда ты стоишь на намазе перед Аллахом Азза ва Джаль и не находишь в себе в это время богобоязненности,
то ты должен стесняться Аллаха Азза ва Джаль этого положения. И если же верующий человек будет стесняться перед Аллахом Азза ва Джаль, когда он не находит в себе богобоязненности, то он, наоборот, будет стараться улучшить свое поклонение и приближение к Аллаху Азза ва Джаль. Также некоторые ученые говорили, как имам Ибн Аль-Кайим говорил, то, что верующий человек может узнать свою близость к Аллаху Азза ва Джаль, смотря на то, как он занят своим Господом. Ученым или же знающим человеком является тот, кто знает и поклоняется в соответствии со своими знаниями. Также передается от имама Аль-Ауза'ия, рахимахуллах, то, что он сказал: нам было передано от наших ученых, то, что они сказали: «Уэйлю лиль мутафаккихин ли гайри аль-ибада». Горе знающим людям, которые не поклоняются Аллаху Азза ва Джаль. «Валь мустахиллин аль-хурумат бишшубухат». И тем, которые дозволяют границы Аллаха, пересечь границы Аллаха Азза ва Джаль посредством сомнительных вещей. А также передается от наших праведных предшественников: «Аль-факиху би гайри вар'ин кассираджи юди'у аль-байта ва юхрику нафсаху». Знающий человек без богобоязненности подобен свече, которая освещает дом, но при этом сжигает себя. То есть знающий человек, который призывает людей к истине или же призывает людей к одобряемому, но забывает себя, то этот человек подобен свече, который освещает людей, но сжигает сам себя. То есть вечная жизнь это будет для него горем. И так же, как Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: «Атамуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум». Разве вы будете призывать людей к добрым делам, одобряемому, в то время, когда вы забываете себя? И передается от имама Ша'би то, что он сказал: мы не являемся учеными и мы не являемся знающими людьми, однако мы передаем то, что было передано от пророка, алейхиссалату вассалям. И он сказал: поистине мы слышали то, что ученый это тот, у кого есть богобоязненность перед тем, что не дозволил Аллах Азза ва Джаль. И ученым является тот, кто боится Аллаха Азза ва Джаль. Как же мы можем найти сладость в поклонении? Передается от Бишр ибн аль-Хариса то, что он сказал: «Ла таджиду халават аль-ибадати хатта тадж'аля байнака ва байна шубухати хаитан мин аль-хадид». Ты не найдешь сладость поклонения до тех пор, пока не построишь железную стену между собой и теми прихотями, прихотями своей души. Яхья ибн Муаз говорил: болезнь тела бывает с болями, а болезнь сердец бывает с грехами. Так же, как тело не может найти вкус еды, когда тело больное, так же сердце не может найти вкус поклонения, когда имеет грехи. Какое же право Аллаха является на нас? Право Аллаха Азза ва Джаль на нас – это то, чтобы мы поклонялись Ему должным образом и не предавали Ему сотоварища в поклонении. И также мы не имеем права направить наше поклонение, любое поклонение, чтобы это не было, будь это взывание к Аллаху Азза ва Джаль, будь это взывание о помощи, кроме как Аллаху Азза ва Джаль. И поэтому мы должны знать, что только Аллах Азза ва Джаль достоин всех видов поклонения. Передается от Хасана аль-Басри то, что он как-то раз зашел в мечеть и увидел людей, которые собрались и разговаривали между собой. Он сел рядом с ними и сказал: поистине Аллах Азза ва Джаль дал возможность этим людям поклоняться, однако они в своих разговорах нашли для себя более легкий путь, чем поклонение, и поэтому из-за этого они были отвращены от поклонения. Что же является духом поклонения? Духом поклонения Аллаху Азза ва Джаль это почтение и любовь. То есть, когда мы поклоняемся Аллаху Азза ва Джаль, чтобы в нашем поклонении было почтение к Аллаху и любовь к Нему. И если же одно из этих двух будет отсутствовать, то и поклонение испортится. Фудейль ибн Ияд говорил: «Иза лам тaqdir аля қиями лейли ва сиями нахар, фа'лам аннака махрумун мукаббалун
каббалатка хатиатук. Знай, если ты не можешь стоять перед Аллахом ночью в намазе и не можешь днем поститься, поистине ты являешься закованным, лишенным. Тебя лишили твоего поклонения, тебя заковали от поклонения Аллаха Азза ва Джаль твои грехи. Один человек спросил Аль-Ибрахим Аль-Адхама: поистине я не могу выстаивать ночную молитву. Опиши мне лекарство от этого. На что он ему ответил: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. Не ослушайся Аллаха Азза ва Джаль днем, и Он выстоит тебя перед собой ночью. Если же поистине твое стояние, выстаивание перед Аллахом Азза ва Джаль ночью, это является почетом для тебя, а тот, кто ослушается Аллаха, недостоин этого почета. Как же может раб оставить сладость поклонения? Абу Сулейман ад-Дарани говорил: «Лейса аль-аджабу мимман лам яджид лаззат ат-та'a». Неудивительно то, что раб не находит сладость поклонения. Однако удивительно то, после того, как он нашел эту сладость, как он мог его оставить, как он смог перенести это. Пусть Всевышний Аллах Азза ва Джаль сделает нас из тех, кто нашли вот эту сладость поклонения. Ва саллаллаху ва саллям аля набийна Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил аламин.